Здравствуйте! Тема нашего урока – стратегия машинного обучения. Для чего нужна стратегия машинного обучения? Я надеюсь, что в ходе курса вы научитесь быстро и эффективно внедрять и оптимизировать системы машинного обучения. Итак, давайте поговорим о стратегиях машинного обучения. Начнем с мотивирующего примера. Давайте представим, что вы работаете над классификатором кошек. Спустя время вам удалось довести точность системы до 90%, однако этого все еще недостаточно. Вероятно, вы придумаете массу способов оптимизировать систему еще больше. Например, решите собрать еще больше обучающих данных. Или подумайте, возможно, данные недостаточно разнообразны, а значит, нужно больше изображений котов в различных положениях. Быть может, необходимо расширить набор отрицательных примеров или расширить алгоритм градиентным спуском. Вероятно, вы решите попробовать другой алгоритм оптимизации, например, алгоритм Adam. Также можно изменить размер сети, либо воспользоваться методом исключения или L2 регуляризации. Кроме того, можно изменить архитектуру сети, например, сменить функции активации, количество скрытых единиц и так далее. При оптимизации систем глубокого обучения возникают самые разные идеи. Трудность в том, что выбор неподходящей идеи может привести к 6 месяцам пути в направлении, которое окажется неверным. Были ситуации, в которых команды собирали данные в течение полугода, а затем понимали, что эффективность системы практически не изменилась. Итак, что же делать, если вы не хотите терять 6 месяцев? Было бы здорово, если бы вы умели быстро и эффективно определять, какие именно идеи достойны внимания и приведут к положительному результату. Надеюсь, что в ходе курса у меня получится обучить вас ряду стратегий, направленных на анализ задач машинного обучения и выбор наиболее эффективных решений. Кроме того, в эпоху глубокого обучения стремительно меняются целые стратегии машинного обучения, поскольку алгоритмы глубокого обучения раскрывают перед нами целый ряд новых возможностей. 6 шагов по созданию проектов машинного обучения. Машинное обучение – это обширная тема, а медиа еще и представляют его как волшебство. Сегодня вы познакомитесь с кратким обзором наиболее распространенных задач, которые можно решить с его помощью. Вы можете рассматривать машинное обучение как процесс поиска шаблонов в данных с целью понять общую картину или предсказать какое-то будущее событие. Проходя эти 6 шагов, мы будем учиться в процессе, выполнять построение чего-то или наблюдать, как это работает. 6 шагов по созданию вашего следующего проекта. Конвейер машинного обучения можно разбить на 3 основных этапа: сбор данных, моделирование и развертывание. Все они влияют друг на друга. Вы можете начать проект со сбора данных, затем смоделировать их, понять, что собранных данных недостаточно, и вернуться к сбору, смоделировать данные снова, найти хорошую модель, развернуть ее, обнаружить, что она не работает, создать другую модель, развернуть ее, обнаружить, что она тоже не работает, и вернуться к сбору данных. Это целый цикл. Что значит модель? Что такое развертывание? Как собирать данные? Способ сбора данных будет зависеть от вашей задачи. Например, можно собирать в таблицу списки покупок ваших клиентов. Под моделированием понимается использование алгоритма машинного обучения для поиска информации в собранных вами данных. Ну и в чем же разница между обычным алгоритмом и алгоритмом машинного обучения? Как и рецепт приготовления вашего любимого блюда, обычный алгоритм – это набор инструкций о том, как превратить набор ингредиентов в шедевр. Отличительная особенность алгоритма машинного обучения заключается в том, что вместо набора инструкций вы начинаете с ингредиентов и готового блюда. Затем алгоритм рассматривает ингредиенты и финальное блюдо и разрабатывает набор инструкций.
Есть много различных типов таких алгоритмов. Некоторые из них работают лучше других, но у всех них одна цель – найти шаблоны или наборы инструкций в данных. Развертывание берет ваш набор инструкций и использует его в приложении. Это приложение может делать что угодно, от рекомендаций продуктов в вашем интернет-магазине до сервиса для больницы, пытающегося лучше предсказать наличие заболевания. Когда вы будете применять эти шаги для своего проекта, они могут немного меняться в зависимости от специфики, но принципы будут схожими. Эта часть посвящена моделированию данных. Предполагается, что вы уже собрали данные и хотите с их помощью получить прототип проекта с машинным обучением. Разберемся, как вы можете подойти к этому. Первое. Определение задачи. Какую бизнес-проблему вы пытаетесь решить? Как это можно сформулировать в виде задачи машинного обучения? Второе. Данные. Какие данные у вас есть? Как это соответствует определению задачи? Данные структурированные или нет? Данные статические или потоковые? Третье. Оценка. Что определяет успех? Достаточно ли хороша модель машинного обучения с точностью 95%? Четвертое. Особенности. Какие части данных будут использованы для модели? Как может то, что уже известно, повлиять на это? Пятое. Моделирование. Какую модель выбрать? Как вы можете улучшить модель? Как вы сравниваете это с другими моделями? Шестое. Эксперименты. Что еще можно попробовать? Развернутая модель работает так, как ожидалось? Как другие шаги меняются в зависимости от того, что вы обнаружили? Ну и давайте рассмотрим немного подробнее каждый пункт. Шаг первый. Определение задачи. Перефразируйте свою задачу как задачу машинного обучения. Чтобы понять, может ли ваш бизнес использовать машинное обучение, первым делом нужно сопоставить решаемую бизнес-проблему с задачей машинного обучения. 4 основными типами машинного обучения являются контролируемое обучение. Это обучение с учителем. Неконтролируемое обучение. Обучение без учителя. Трансферное обучение и обучение с подкреплением. Также есть частичное обучение, но его мы не рассматриваем. В бизнес-приложениях чаще всего используется контролируемое, неконтролируемое и трансферное обучение. Ну и контролируемое обучение. Оно называется так, потому что у вас есть данные и метки. Алгоритм машинного обучения пытается выяснить, какие шаблоны данных приводят к меткам. Контролируемая часть происходит во время тренировки. Если алгоритм угадывает неправильную метку, он пытается исправиться. Например, вы пытаетесь предсказать болезнь сердца у нового пациента. В качестве данных вы можете использовать анонимные медицинские карты 100 пациентов и указывать, есть ли у них заболевание сердца. Алгоритм машинного обучения может посмотреть на медицинские записи и определить, имел ли пациент заболевание сердца, а затем выяснить, какие закономерности в медицинских записях приводят к заболеванию сердца. После того, как вы получили обученный алгоритм, вы можете просмотреть через него карту нового пациента и получить прогноз, есть ли у него сердечные заболевания. Важно помнить, что этот прогноз не совсем верный. Он возвращается лишь как вероятность. Алгоритм говорит, исходя из того, что я видел раньше, похоже, что медицинские записи нового пациента на 70% совпадают с теми, у кого есть болезнь сердца. Неконтролируемое обучение. Это когда у вас есть данные, но нет меток. Например, данными могут быть истории покупок клиентов в онлайн-магазине видеоигр. Используя эти данные, можно объединить схожих клиентов, чтобы предложить им специальные условия. Можно использовать алгоритм машинного обучения для группировки клиентов по истории покупок. Трансферное обучение – это когда вы берете информацию, которую уже изучила существующая модель машинного обучения, и адаптируете ее к своей задаче. Обучение модели с нуля может быть дорогостоящим и трудоемким.
Хорошо, что это не всегда необходимо. Когда алгоритмы машинного обучения находят шаблоны в одном виде данных, эти шаблоны могут использоваться и в другом виде. Допустим, компании по страхованию автомобилей нужно создать модель текстовой классификации, определяющую, виновен ли человек, подающий запрос на страховое возмещение, если он спровоцировал аварию, или нет, если не спровоцировал. Вы можете начать с существующей текстовой модели, которая прочитала всю Википедию и запомнила все паттерны между разными словами. Например, проанализировала, какое слово с большей вероятностью будет следовать за другим. Затем, используя заявления пострадавших на страховые выплаты вместе с их результатами, можно настроить существующую текстовую модель под свою проблему. Если в бизнесе можно использовать машинное обучение, скорее всего, оно попадает под один из этих трех типов обучения. Разберем их дальше в классификации, регрессии и рекомендации. Классификация. Определение чего-либо в одну или другую категорию. Например, будет ли отток клиентов или нет. Есть ли у пациента болезнь сердца или нет. Обратите внимание, что категорий может быть больше, чем две. Два класса. Бинарная классификация. Более двух классов – мультиклассовая классификация. Мультиметка – это когда элемент может принадлежать более чем одному классу. Регрессия – определение конкретного числа чего-либо. Например, за сколько будет продаваться дом или сколько клиентов посетит ваш сайт в следующем месяце. Рекомендация – это совет для кого-либо. Например, продукты для текущей покупки на основе предыдущих или статьи для ознакомления на основе истории чтения. Ну и следующий шаг – определить бизнес-задачу в терминах машинного обучения. Вернемся к примеру компании по страхованию автомобилей. Она получает в день тысячи запросов, которые читают сотрудники. Они решают, виновен человек или нет. Теперь запросы начинают поступать чаще, чем ваши сотрудники могут их обработать. Зато у вас есть тысячи прошлых обработанных заявлений с определенными пометками. Может ли здесь помочь машинное обучение? Ответ в принципе известен, но рассмотрим подробнее. Эта проблема вписывается в любой из трех типов выше. Классификация, регрессия или рекомендация. Перефразируем. Мы компания по страхованию автомобилей, которая хочет классифицировать входящие страховые претензии по виновности, невиновности. Наличие слова «классифицировать» поможет определить тип наверняка. Но определение задачи в терминах машинного обучения потенциально может быть проблемой при выборе одного из типов. Потенциально, потому что есть шанс, что это может не сработать. Когда дело доходит до определения вашей бизнес-задачи как задачи машинного обучения, начните с простого. Формулировка задачи должна занимать не более одного предложения. Усложняйте лишь по мере необходимости. Ну и шаг второй. Данные. Какие данные у вас есть? Данные, которые у вас есть или которые вы соберете, будут зависеть от задачи, которую вы хотите решить. Если у вас уже есть данные, скорее всего, они будут в одной из двух форм – структурированные или неструктурированные. Внутри каждой из них есть статические или потоковые данные. Ну и рассмотрим структурированные данные. Представьте себе таблицу строк и столбцов, электронную таблицу транзакций клиентов, базу данных записей пациентов. Столбцы могут быть числовыми вроде средней частоты сердечных сокращений, категориальными вроде пола человека или порядковыми вроде интенсивности болей в груди. А неструктурированные данные – это все, что не может быть сразу помещено в формат строки и столбца. Изображения, аудиофайлы, текст на естественном языке. Статические данные – существующие исторические данные, которые вряд ли изменятся. Хороший пример – это история покупок.
Потоковые данные – это данные, которые постоянно обновляются. Старые записи могут быть изменены, новые записи постоянно добавляются. Стоит отметить, что здесь могут быть перекрещивающиеся типы данных. Статическая структурированная информационная таблица может иметь столбцы, которые содержат текст на естественном языке и фотографии, и при этом постоянно обновляться. Для прогнозирования сердечных заболеваний один столбец может содержать пол, другой – средний сердечный ритм, третий – среднее артериальное давление, четвертый – интенсивность боли в груди. Для примера, со страховым возмещением один столбец в таблице может быть с текстом, отправленным клиентом в заявлении. Другой столбец может быть с изображением, которое он отправил вместе с текстом, и в последнем столбце результат иска. Эта таблица ежедневно обновляется новыми заявками или измененными результатами старых заявок. Принцип сохраняется. Вы хотите использовать данные, которые у вас есть, чтобы получить понимание общей картины или прогноз чего-либо. Для контролируемого обучения это включает в себя использование переменных особенностей для прогнозирования целевых переменных. Переменной особенностей для прогнозирования заболеваний сердца может быть пол, а целевой – прогноз, есть ли у пациента болезнь сердца. При неконтролируемом обучении у вас не будет меток, но все еще нужно найти шаблоны. А значит, будет использоваться группировка похожих образцов и поиск образцов, которые отличаются. Трансферное обучение – это тоже контролируемое обучение, за исключением того, что вы используете алгоритмы машинного обучения для шаблонов, извлеченных из других источников данных, отличных от ваших собственных. Шаг третий. Особенности. Какие особенности есть в ваших данных и какие вы можете использовать для построения своей модели? Не все данные одинаковые. Когда кто-то ссылается на особенности, они в свою очередь ссылаются на различные виды данных в данных. Три основных типа особенностей – категориальные, непрерывные и производные. Категориальные особенности, например, у проблемы с сердцем – это пол пациента. Или для интернет-магазина сделал ли кто-то покупку или нет. Непрерывные особенности – это числовые значения вроде средней частоты сердечных сокращений или число входов в систему. Производные особенности – это особенности, которые вы создаете из данных. Часто упоминаются как конструирование признаков. Конструирование признаков – это когда эксперт предметной области берет свои знания и кодирует их в данные. Можно объединить количество входов в систему с временными метками, чтобы создать особенность и дать ей название «время с момента последнего входа». Или превратить даты из чисел в «это будний день» – да, и «это будний день» – нет. Текст, изображение и почти все, что вы можете себе представить, также может быть особенностью. Все они превращаются в числа, прежде чем алгоритм машинного обучения сможет их смоделировать. Стоит отметить также некоторые важные аспекты, которые нужно помнить, когда речь идет об особенностях. Сохраняйте их одинаковыми во время экспериментов и продакшена. Модель машинного обучения должна быть обучена на особенностях, максимально приближенных к тому, для чего она будет использоваться в реальной системе. Работа с экспертами определенной предметной области, что вы уже знаете о задаче и как это может повлиять на используемые особенности. Ваши инженеры машинного обучения и эксперты по данным должны это знать. Они того стоят. Если только у 10% ваших образцов есть особенности, стоит ли включать их в модель? Лучше выбрать особенности с наибольшим охватом. Те, где множество образцов имеют данные. Идеально значит сломано. Если у вашей модели идеальная производительность, то где-то вы, вероятно, допустили утечку особенностей.
Это означает, что данные, на которых обучалась ваша модель, используются для их проверки. Ни одна модель не идеальна. Остальные 3 шага разберем на следующем уроке. И на этом наш сегодняшний урок подошел к концу. Увидимся на следующих уроках. Спасибо большое за внимание.